Добрый день! Сегодня опять мы, милые соседи, вернее, кто от них остался на сегодня, остальные на работе, а мы дома. Поэтому не теряем время, собрались, будем делать кекс. Ну вот почему-то моим соседкам нравится именно этот рецепт кекса, хотя множество всяких рецептов, им это нравится, давайте тогда сделаем. Для этого надо облегченное масло, пачку я беру облегченного масла, размягченного такого. Стакан сахара, ну это где-то вот 180, наверное, грамм, да, 170-180 грамм стакан сахара. Все это мы перемешиваем. Вот так вот хорошо перемешаем. С облегченным маслом я уже сказала, да, пропорцию сказала. Теперь по одному 3 яйца, по одному яйца домашние. У нас есть такой друг Иванов Саша, который держит свой курятник и нас снабжает домашними яйцами. Яйца я уже помыла предварительно. По одному взбиваем, 3 яйца вот будем. Я с яиц начинаю, а ты с масла, да? А по одному же не надо. Вот. Вот третье пошло. Яйца вообще не покупаются, да? Практически нет. Вот этот раз пошли, он 2 решетки яиц дал нам. Одну говорит, сами съешьте обязательно, одну детям. Я-то знаю, что ты все детям отдаешь, а себе не оставляешь. Вот. Так, теперь, знаете, сюда надо где-то грамм 300-350 муки. Почему я не могу сказать точно-точно? И когда вот говорят прям до грамм, я не верю. Почему? Потому что мука разная, разные регионы, разная клейковинность, разная влажность. Поэтому приблизительно вам говорю где-то 300-350 грамм. Здесь уже просеянной муки. Мы сейчас добавим часть сюда. Часть я делаю в изюм. Почему? Я скажу. Потому что я люблю, когда изюма много. Вот здесь грамм 200 у меня изюма, может чуть больше. Чтобы изюм не то, что не скомковался, бывает печешь, а потом достаешь, и весь изюм, он же тяжелый, он внизу. Я говорю, не скомковался, да. Чтобы вниз не опустился. А в муке вот так вот обваляешь, и тогда изюм этот будет в тесте равномерно распределен. Теперь сюда, поскольку вот надо добавить вот здесь пол чайной ложки соли, ну щепотка соли, я на муку добавляю, чтобы вот отдельно не делать. Вот чайная ложка разрыхлителя, тоже прям на муку. Вот здесь 2 столовые ложки крахмала. Вот так вот. Вот. Потом я вот ваниль, да, Савлеш помогает. Я 2 пачки кладу, потому что здесь очень мало. И вкуса от одной пачки, ну я не знаю, я не чувствую. Ну, если ты добавишь много, будет горько. А нет, не будет горько. Вот 2 пачки вот на вот эту пропорцию у меня нормально получается. Теперь это мы все вот так вот в муке подмешаем, потому что советуют все, что надо сыпучее на сыпучее. Да, с мукой перемешаем. Теперь мы это все начнем вымешивать потихоньку. Очень быстро это все делается. Я люблю все рецепты, которые без заморочки делаются быстро, вкусно, на скорую руку. Вот. Теперь мы вот это добавляем, изюм с мукой. И постепенно остальную муку. Тесто должно быть густым. Вот, сметана, да, прям густое тесто должно быть. Я вообще люблю. Изюмом, так скажешь, не испортишь никакой кекс. Вот прям вот такое густое тесто должно быть.
Еще все-таки хочу добавить муки, потому что тесто должно быть прям густое, чтобы мы его в форму не заливали, а накладывали. Прям вот так вот. Значит, уже где-то грамм 400 примерно. Ушло, я говорю, поэтому нельзя прям точно сказать. Вот я даже еще вот остальное добавлю. Как ты их там положишь? Будем накладывать. Я же сказала, не заливать форму будем, а будем накладывать форму. Вот такое вот густое тесто получается. Какое все прилипло? Ну все, вот смотрите, теперь у меня вот кексница, форма для кекса. Уже предварительно я смазала маслом тоже. Теперь вот прям вот так вот выкладываем. Не наливаем, а вот так вот прям выкладываем густое тесто по кругу. Не догадалась бы. У тебя как-то очередность. Ты с маслом начала, никогда в жизни с маслом не А как сахар с маслом, а потом яйца же Так взбивать яйца надо? с маслом же я. Ну, видишь, мне кажется, подержи, пожалуйста, мне кажется, все равно. Так, это, конечно, наше поколение, вот видите, нам надо, чтобы все продукты, все до конца были использованы, чтобы не выбрасывалось это все, в мойку не выставлялось, чтобы это все в канализацию не смывалось. Вот мы все, вот до конца, все, я вот так вот чисто все убираю. Все, это все продукты, и они должны быть все чисто до конца использованы. Вот так вот. А теперь можно. Как ты выравниваешь такую густоту? Она сама все выровняется. Да, ты не Да? равняешь? Нет, она сама все выровняется. Вот так положила. Сейчас она же в духовку. Духовку можно предварительно разогреть. Я не разогреваю в ней. Вот так вот прям ставлю где-то 170-180 градусов. Духовку. И до образования корочки. Все спеклось. Теперь мы отключаем. И достаем наш кекс. Теперь надо, чтобы он остыл. Из формы мы берем. Теперь надо, чтобы он у нас остыл. Когда остынет, мы его сахарной пудрой посыпем. И все. Ну вот, дорогие наши подписчики, подписывайтесь на наш канал. Теперь мы хотим его назвать «Милые соседи», поскольку не одна Маша у нас, а мы все уже принимаем в этом участие. Так что мы ждем ваших лайков и колокольчиков.